Иванович правильно начал говорить и говорить о том, что вот мы, вот вы приезжаете, вот диаспора, приезжайте в Абхазию, постройте что-то. Вот приехала диаспора, поучаствовала в решении одного вопроса. Ну, компьютерный томограф купили. Не, подожди. Не. Вот недавно, что было об апартаментах. Один вопрос, да? Реакция какая была? На вашем же собрании в Будоводском районе. У кого? Человек, у наших граждан там, на нашу диаспору. Человек встает на собрании в Будоводах и говорит такую вещь. Я, говорит, когда он посмотрел это совещание, хотел пойти на телевидение и дать интервью. Это вы сейчас о ком говорите? О выступающем докладчике. Фамилия есть у него? Есть у него ваша фамилия. Вы про Валерия Шалача говорите? Да. Потом другие в комментариях пишут. Люди сидят и говорят, мы где видели, кто там сидит, чтобы указывали нам, они должны моральное право иметь. А мы когда становимся кандидатами, мы приезжаем в Москву, мы просим диаспору собраться, мы разговариваем с ними, мы хотим, чтобы они за нас проголосовали. А когда они приезжают, участвуют. Может, неправильно кто-то высказался, может, правильно. А какое моральное право, говорит, человек должен иметь? Кто не имеет морального права? Я воспитан по-абхазски, я не обсуждаю, стараюсь не обсуждать людей за глаза. Если у вас есть вопросы, я говорю, он не имеет моральное право. Моральное право не имеет глаза, у которого брат похоронен. Моральное право он не имеет. Морального права он не имеет, если он сегодня проживает в Москве. О чем эти люди говорят? Мне просто интересно, и было на самом деле вопрос не по адресу, больно слышать. Как не по адресу вы проводите собрание? Слушайте, я провожу собрание, там Рома Геря тоже выступал и говорил, что значит, у нас страна движется стремительными шагами вперед. Это не говорит о том, что все, кто там выступал, во всем мы с ними солидарны. Кажется, что в стране не все хорошо, Роме кажется, допустим, что это его мнение. Да, поэтому я и поэтому герои Абхазии весь зал стояли и освистывали. Да. Это что, абсурд? Давайте это не будем обсуждать. Ахаз Алексеевич, у нас сегодня не политическое собрание. Нет, я просто говорю о том, что мы всегда обращаемся к нашей диаспоре, когда это... Если мы в эту плоскость сейчас пойдем, мы можем очень далеко зайти. Да, ради Бога, я готов. Я не про это комментировать выступление Валерия Шаловича здесь, я считаю правильно. По этому поводу этого совещания я свое мнение высказал. Там же, на этой Будоводской встрече. Я сказал, что люди, которые это сказали, если вы не слышали, я повторю, они сказали свое мнение, я с ними не согласен. Ни больше, ни меньше. Кто имеет моральное право, кто не имеет права, не мне давать оценку. Хотя, хочу вам сказать, на этом совещании я увидел некоторых людей, довольно взрослых, которые в истории Абхазии никогда я их не видел. Ну тогда надо было их не фамилию назвать. Но это меня тоже не касается. Это мое субъективное мнение. Что касается того совещания, о котором идет, я бы хотел, во-первых, это не совещание, это круглый стол почему-то назывался. Я бы хотел, чтобы туда были приглашены все, кто имеет и другую точку зрения. Но почему-то это было сделано по-другому. Ну, зачем мы вокруг этого совещания говорим? Про диаспору скажу. Мы всегда с уважением относимся, если обо мне речь идет. Я никогда плохие оценки давал. А Валерий Шалович человека заслуженного, который имеет заслуги перед страной. Обсуждать здесь в Москве, считаю неправильно. Меньше него имеет заслуги, что ли? У нас нет аппарата, который это измеряет. Что касается диаспоры, да? Если говорить о уважении и неуважении. Знаете, когда премьер-министр выступает и говорит о том, что привезли труп вместо помога, вместо того, чтобы сказать спасибо большое. А потом этот труп, который он называл через месяц, опять же, благодаря этой же диаспоре и бизнесменам в Абхазии, ремонтируют и восстанавливают. Я знаю.